من میخواستم استاد سیدمران داداوت رو دعوت داشتم. رحمتك الله. رحمتك الله. رحمتك الله. Пожалуйста. Вот. Ну, он там. В конце, видите? Ребята, учитесь что-нибудь? Учитесь что-нибудь? Покушайте и рассказывайте. Классно, да, бизнес-ужин? Узнаешь что-то новое, общаешься, свободно. Это же здорово. Вряд ли в вашей жизни каждый день миллионер сидит, отвечает вам. У вас в вашей жизни, я знаю, чайхана пошел, посидел, болтовня, ушел домой. Так же? Ассаламу алейкум, студия здесь. Ман Комрон, Ашарист Тарашан. Машаллах. Донишчи ҳастам, донишҷои курси дуюм дар донишгоҳи политехника мехонам. Ман программист. Мо ҳамроҳи ҳамкурсонам гурӯҳи ташкил кардем, гурӯҳи программистҳо. Хостем ки якчанд ҷои корхонаҳое ки ҳастанд автоматизатсия кунем, яъне сайт сохта дем, барномаҳо сохта дем. Вақте ки бо ҳамроҳи ҳамкурсонам рафта пешниҳод кардем ки сохта метем, якчанд ҷо яъне дархости моро қабул накарданд. Яъне чӣ гӯям? Мо ба лозим нест. Мы клиента фахмоним ки? Я понял. Просто ты пошел не тем людям. Ты пошел разговаривать тем людям, которые не понимают твою продукцию. Технология – это будущее. Ты подойди вот этому парню, который это авиакасса. Вот здесь парень был, авиакасса. Ты же из Таравшана? Вот ему предлагай. Посмотри, брат мой. Без автоматизации ты не можешь расширяться. Запомни мои слова. Без автоматизации невозможно расширяться. Это правда. Я строю сейчас в магазине техники, первым делом поставил автоматизацию, потому что я хочу сделать их 1000. Все мои магазины, как я построил 283 магазина? Без автоматизации невозможно. Ты не можешь каждого человека контролировать. Это ужас. Ты просто не тем людям рассказывал. Ты найди таких правильных парней, которые хотят расширяться. Ты понимаешь, Коран почитать возле осла какова толку? Он все равно как осел будет в себя вести. Мулла не станет. Я сказал грубо, но я должен говорить иногда так. Поэтому ты не переживай. Технология будущее. Ты ищи тех, которые современные мозги имеют. Ребята хотят расширяться, построить систему. Вот таких я изучаю. Ты изучай, побывай часто на моих тренингах. Сейчас видит мою книгу «Как стать миллионером». Я там много формулы давал, касающие твое направление. В Душанбе есть парень. Как называется эта компания? Алпи. Как? Господи, автоматизацией занимается. Помнишь? Фаридун. Как их звали? Компания? Ё-моё. Эти ребята занимаются автоматизацией. Они посещали мой мастер-класс из Сикули. 3 раза посещали. 3 раза. 2 раза основной мастер-класс, 1 раз Сафеддара мини-мастер-класс. У них 20 или 30 раз вырос доход. Ты меня не слышишь? Как называется название компании? Фаридуни еще второго, как звали? Вот в головном языке название компании забыли. Я тебе сказал бы, ты по интернету нашел бы их. Садись, продумайте. Садись, дорогой. Ты должен... Олимпус, что ли? Как с буква А был? В общем, найди, пожалуйста, этих людей, у них консультируйся. Либо иди на мои мастер-классы, я тебе научу, как делать. У этих ребят, если тебе не врать, либо 20 раз доход вырос, либо 30 раз. بعد همگروهانم که یک جا میسازیم وقتی که چند مراتب پیشنهاد کردیم و ها اتکاس کردن گفت بجای دیلش رایشت که دیگر کارون پیش نمیرد بوده خیلی از گروپ برومدنی شده Бромадан говорят, ты иди до конца. Ты что, думаешь, что путь к успеху легко, да? Хикоя харру шайра медуними? Мактабех меуна хондагиме хайру шар. Кеневсе гун незоми ганджо джоме. Хайру шар, як ҷо сафар кардагам, медонӣ меавед? Хайр чӣ кор кардагӣ? Шар гуфтагӣ ки биё аввал ҳамме хӯрокҳои аввал яктаомо мехӯрем, баъд ини яктаомо. Хайр гуфтагӣ биё аввал инои туя мехӯрем, шар гуфтагӣ. Инои хайра ҳамаша хӯрда ки тамом мекунанд, чӣ гуфтагӣ? Теперь пусть каждый кушает своё. Ҳамехелни? Анамон партнёре ки ту гуфтани ки группа ба даромадагӣ, анамино ҳамехели одамо. А он хеле адаму даст каш. Пускай уйдут. Тебе выгодно. Зато останутся те, которые похожи на ты сам.
Давайте вам. Пожалуйста. Assalomu alaykum ustoz. Алейкум ассалам. Men Husayn Mamruch, Nohiy sistemi, oilador, sohibi ise farzand. Savolim hamiklar Хорошее достижение. Бисёркас инжеве традиционный бизнес у нас. Аниман MLM, сетевой маркетинг. Категория сетевики айку. Инжеве профессиональный сетевика гуфтит. Кто бы хона баназки кривяк мовшут. Диски 550 сом хридан. Профессиональный сетевика каждый раз как первый раз. Хами чизов зиёд гифтосяму, бо что-то не хватает. А он бы чиз маслат метит. Амин профессиональный сетевик шунам. Ты должен понимать смысл того маркетинга. Служение. Глубину эта фраза надо понимать. Глубину. Я сейчас покажу. Рахмат. Смотрите. Вообще это в любом деле так. В любом деле. Я что сказал этому парню сейчас? Ты не бизнес строишь, ты родину строишь. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты психологически сейчас себя чувствовал? В следующий раз ты будешь останавливаться, когда кто-то тебе будет мешать? Нет. Потому что ты знаешь, это все мелочь, это временно. А то, что ты строишь, останется десятилетий, служит людям. 100 лет может служить. Так? А что я делал только что? Он будет работать по-прежнему. Но в его работу я добавил смысла. Ты понимаешь? Я в его работу добавил глубокого смысла, который он больше никогда не сдаст. Тысячи таких ребят, если природа его остановит, он никогда не будет сдаваться. Ты думаешь, мне было легко стать тренером? Каждый раз, когда меня критиковали, унижали и так далее? Нет. Понимаешь, я расскажу вам одну историю. Эту историю, когда поймешь, тебе легче будет. Однажды ученые провели опрос, как посмотреть высокий уровень мотивации людей. И вот подошли, и на улице видят людей, которые таскают камень. Камень таскают. И подходили к ним и спросят, что ты делаешь? Первый говорит, я камень таскаю. А второму подошли и спросили, а что ты делаешь? Они все вместе работают. А второй говорит, я зарабатываю, чтобы кормить свою семью. Вы смотрите, да? Ой, кормить себя. Он говорит, я зарабатываю, чтобы кормить себя. Мне нужны деньги и жить надо. Но когда делали анализ, результативность у этого была больше, чем у этого. А когда пошли следующее проверили. Следующее, что ты делаешь? Он говорит, я зарабатываю, чтобы кормить свою семью. У меня дети, как вы сказали, 2-3 детей. Мне они важны, и я буду работать. И у него была высокая мотивация, почти 5 раз по сравнению этого. Был один человек, который там среди их всех, это 4 сотрудника работали. Среди них был один парень, который, у него было совсем по-другому. Он 10-кратно больше делал результат, чем другие. И никак не могли понять, почему он лучше всех делает. Подходит к нему и спрашивает, а что ты делаешь? Видите, вопрос всем одинаковый. Чем ты занимаешься? Всем одинаковый вопрос. А это говорит, я строю храм. Вы понимаете? Каждый в своем работе какой смысл закладывает, вот так и будут работать. Я не тренинги читаю тут. Я вам сказал, я строю родину. Я ищу таких ребят, которые точно так же станут бизнесменом. Один построит магазин, второй больницы, третий построит там, не знаю, вуз, 4-й школе, 5-й строит там, не знаю, завод, 10-й строит. Проходит. Через 2-3 года рядом со мной будут 1000 таких, как я. Уловили? Это очень важно понять. Смысл, глубокий смысл. Я помню, когда Рустамджон, они мне звонили, мне вот Сайджон звонил, сказал, что этот парень, какой-то вот, просил деньги. Я так плакал. Вы даже не представляете. Я сказал, как может эти люди так делать? Он что, дурак? Вообще не понимает. Но он сказал, хорошо, все, что они просят, мы сделаем. Мы сделали все, так? Все делали и потихонечку прошли, а через все это прошли. И дальше пройдем. Потихонечку надо продолжать. Останавливайся, брат мой. Ты должен понимать, с тобой маркетинг, ты его еще глубину не понял.